Оккупанты остановили работу Сим-Сити Транс. Впервые за 14 лет автобусы предприятия не вышли на городские и междугородние рейсы. Деятельность приостановлена на основании постановления пророссийского апелляционного суда по требованию дорожного надзора. Предприятие обвиняют в неправильном ведении путевого листа, нарушении графика рабочего времени водителей и отсутствии сверки сведений об авариях с органами ГИБДД. Маршруты Сим-Сити Транс предложили другим перевозчикам, но у многих нет резервных авто, поэтому им пришлось снимать автобусы со своих рейсов и перебрасывать их на маршруты Сим-Сити Транс. Владелец транспортной компании Сим-Сити Транс Адем Ислямов, отец координатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Все, что они сейчас отнимают вот таким вот рейдерским способом, они отрезали кусками маршруты сначала, не участвовали в тендере, платили они там какой-то налог дополнительный. И за Рустема, насколько я понял, там с отцом пытались всячески сохраниться там. 600 человек работало на предприятии. Естественно, это предприятие такое для таких вот городов, как Симферополь, очень емкое. То есть коллектива емкое, потому что 600 человек, это умножить на 4, это 2400 человек как минимум кормились с этого предприятия. Они сейчас остались без работы. Социальная нагрузка, естественно, на город будет определенная, на поселки на это. И так как это 90% все-таки крымские татары, соответственно, удар по крымским татарам. То, что там сейчас происходит, это происходит такой вот гибридный геноцид. И Сим-Сити Транс – одно из элементов этого всего. Но это бог с ним. Все, что приходит, уходит, это не так важно. Важно, чтобы люди, которые там есть, которые на этом предприятии работали, не отчаивались. Мы вернемся однозначно, поэтому вот то, что сейчас будет отобрано, потом дальше все это обратно будет возвращено.